Так, у нас начинается прямой эфир. Сегодня 4 июня. Мы отмечаем традиционный праздник коренных малочисленных народов Якутии под названием «Цветение тундры». Праздник, объединяющий всех малочисленных коренных народов, населяющих нашу территорию: эвенов, эвенков, юкагиров, далкан, чукчей, русских старожилов Арктики и якутов. Именно в это время, когда завершилась охота на гусей и уток, охота рыбы еще не начался, как раз у людей есть возможность встретиться, порадоваться началу лета. Добрый день всем! Этот молодой, но ставший уже традиционным праздник впервые был реконструирован и организован нашим музеем музыки и фольклора народов Якутии по инициативе Акулины Петровны Трайзе. Акулина Петровна Трайзе является носителем, знатоком и пропагандистом, а также искусной мастерицей. И именно сегодня я хочу пригласить к нам в гости, подключиться к прямому эфиру Акулину Петровну Трайзе Нулгенеч. Так, отправляю приглашение. Отправить. И ждем. Еще раз приветствую всех тех, кто к нам подключился. Вы находитесь на канале Музея музыки и фольклора народов Якутии, и с вами я, Ольга Громова. Сегодня праздник. Хочу всех поздравить с праздником цветения тундры. Ждем Акулину Петровну. Сегодняшний наш гость – это Акулина Петровна Трайзе. Так, отправляю. Акулина Петровна, добрый день. Я вас подключаю. Ожидаем и подключаем. Добрый день, Акулина Петровна. Добрый день. Поздравляю с праздником. Спасибо. Ага, вы у нас подключились. Все хорошо слышно и видно, да? Слышно. Ага. Итак, начинаем наш эфир. Еще раз хочу вас представить. Акулина Петровна Трайзе Нулгенеч, волонтер нашего музея, пропагандист, носитель, знаток эвенского языка, искусная мастерица. Акулина Петровна, начнем с того, что я хочу, чтобы вы немного рассказали о себе. Я родилась в 1948 году, 18 октября, прямо во время кочевки, когда кочевало стадо, оленеводы, чумработницы. И в это время я родилась прямо в тундре. Там поставили маленькую илу, и туда мама зашла, потом эта бабушка наша вместе кочевала, чтобы принять роды у моей мамы. И там я родилась. И после этого они даже не стали ставить чумы, и они меня завернули в заячье одеяло. И
дальше повезли вместе с мамой. Я даже удивляюсь, как так можно, да? Да. Здесь, знаете, как все условия, я вон, видишь, меня назвали Нургунеш, кочевая, потому что я во время кочевки родилась. Да. И у меня отец был очень хорошим хедеситом в роду своем, род Гуги. И когда женился на моей маме, мама моя юкагирка, тоже с нашего поселка, рядом поселок был Котенко, там были юкагиры, это Кочкины. Она была Кочкина. Мой отец и моя мама очень даже хорошо друг к другу относились, и они нашли общее для себя, мне кажется, это культура. Культура, но это папа и пел, и Гедя говорил, а мама все время пела и песни сочиняла. Где бы она ни была, что бы я ни увидела, она сразу начала сочинять и сразу пела. Мгм. Даже может, вот сидит рядом человек, этого человека может, про него может спеть. Импровизация, да. Да. Ну, я училась и дальше не поехала учиться, пока я культпросвет поступила. 2 года выучилась по этого моего дяди Василия Егоровича Щербачкова. Он так хотел, чтобы я выучилась. Но у меня не было возможности учиться, так как у нас отец умер, и после меня было еще 5 маленьких детей. И помогала матери. Стала работать в Айотунском клубе заведующим. И работала, потом пошла библиотекарем работать, ну, как бы ближе к учебе, когда учишься, да. И потом это я перевелась в библиотечный, год отучилась, и после этого такая пошла мода комсомольская путевка, да. По комсомольской путевке ездили, ну, в Оленьстада Мгм. они ездили, уезжали. И мне тоже так хотелось прямо, наверное, хотелось так, чтобы продолжить, ну, как сказать, ну, занятие отца или что, или поддержать маму. И поехала по комсомольской путевке стадо молодежное. Там был бригадиром Лебедев Спиридон Николаевич, очень такой задорный, и то, что вот с молодежью хорошо работал, он всех нас воспринял. И мы каждую неделю у нас газета была, «Коммунистическая бригада» называлась. И в этой газете мы писали каждый что-нибудь, то, что в дежурстве прошло, да, что-то интересное, они писалось. И когда 9-го они отел бывает, заключение отела Тюмсю, и в это время и мы туда эти газеты все увезли, показали, и они читали. И радовались тоже оленеводы, и тоже хотели такую же газету выпустить себе. И Спиридон Николаевич очень был хорошим бригадиром, он относился и считал, что ты молодой, ты такой, и ты это не можешь. Он все время говорит, ты можешь, ты сделаешь. Поддерживал. Так и поддерживал всячески. Мне очень понравилось, но потом год отработала, 2 года почти отработала, и опять пошла работать. Мгм. Потом замуж вышла, и дети пошли. И у меня дети очень хорошие все, Мгм. и внучки, и внуки. У меня 3 внучек, 6 внуков, 3 внука и 2 правнука. Даже Они очень тоже здорово. хорошие мальчики, они все музыкальные. А вот мой внук один, Владислав называется, вот на первом этом цветении тундры он стал первым призером
номинации «Лучший костюм». Ему было всего 7 месяцев. Даже. И он он на это смотрит. Вот до сих пор газета у меня сохранилась. Сегодня показывала ему. И маленький брат говорит: Костюм, наверное, шили вы, Акулина Петровна. да, я шила. Да. Вот. У меня связь. Слышно, да? Да, слышу, Ага, услышу. Что-то потерялось ей. Ага. слышно. Акулина Петровна, вы, да, вот только что сказала, что являетесь искусной мастерицей. Вы принимали участие во многих выставках. Видно? Мгм. Да, да. Мгм. Я приняла участие в Москве, принимала участие в выставке, в Якутске несколько раз ездила. И потом мы с Анисией Ивановной, с моим ансамблем, с моего ансамбля «Эконгул», мы ездили в эту Испанию, ездили тоже, Аксинья Ивановна, вместе показывали свои костюмы, и пели, и танцевали, и стали лауреатами фольклорного ансамбля в Испании. И вот тоже в Турцию тоже ездили, но без меня ездили. Это от клуба Гермогеде. 3 их было, они тоже там хорошие номинации получили, стали лауреатами. Мгм. Хермитаж. И вот Да. то, что я шью Мгм. и показываю, да, мне очень даже приятно. И вот мне вот в 18 году в Музее музыки и фольклора была моя выставка. Тоже очень мне понравилось людям. Но у меня, знаете, я вот когда на выставку ехать, я всегда заново другое что-то придумываю, М, которое еще не было в тех выставках. Не были выставлены. И да. Ага. И еще я бы, я стараюсь тоже, чтобы это то, что я делаю, да, передать своим внучкам, Мгм. внукам, детям, дочерям. Но, видите, сейчас они учатся, им некогда, но они знают, как бисер плести, как песни петь, как, в общем, свою культуру они, я думаю, знают. Они еще с маленькими детьми были, маленькие внучки. Все время они во всех эсэхах, цветениях тундры, они участвовали. Да. Про исыхи. У вас же есть ансамбли, вот, например, Хермхеден, где они всегда принимают Мгм. участие во всех республиканских, улусных, ну, во всех мероприятиях. Сколько лет уже они у вас? Года 6 или больше? 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 Это больше уже сначала у меня был ансамбль Эконгул, но вон видите, по состоянию моего здоровья она распалась. Но со мной те, которые работали, остались. Мгм. Аксинья Ивановна — это самая моя главная правая рука. Да. У нее много очень хороших задумок. Ага, она очень много знает про свой род. И иногда мы сначала, когда с ней встретились, Мгм. да, мы друг друга не понимали. У нас диалекты были разные. И потом я приучилась к ее диалектам, и она ко мне. И мы смеялись, как это так. Иногда я думала, что она сказала. Мгм. И потом спросить-то мне стыдно было. Сама я венка, и я еще спрашиваю у нее, да. И вот про Герму Гедя я хочу сказать. Когда я сюда приехала, мне было просто сидела дома и работала. И потом я узнала, что пересеверянки есть.
Индигир ансамбль, Индигирка. Там Тамара Николаевна Сибирьянова была руководителем. Я пошла, и меня приняли. Я там тоже с ними вместе ходила, мои песни пели, которые я писала, сочиняла. Геди танцевали, научились. И потом мы решили ансамбль, другой еще ансамбль один создать, Долгунча. И там я работала тоже. И потом бывает так, что хочется что-то другое, да. И мы с Анисией Аксиньей Ивановной ансамбль, и Татьяна Васильевна была, создали ансамбль «Эконгон». Но мы тоже вот ходили. И потом все время, в это время у меня не покидала, да, мысль о создании клуба Хярмы Геден, да. И мне хотелось, чтобы все те малые народы объединялись и все время вместе собирались, пусть чукки по-чукотски, пусть танцуют круговой юкагиры, пусть по-своему, эвенки тоже, да. Но это у меня получилось, да, об этом я потом скажу, потому что, ну, ладно, скажу, каждый год мы встречаемся в январе, те Кулаковского дома дружбы, мы там создали Яранга дружбы клуб, и там каждый год встречаемся, у нас программы меняются, и Эвенки, и Кагиры, Долганы, они все приходят и празднуем все вместе, делимся опытами, я бы сказала. ДК мало было, да, а потом второй еще больше стало. А в следующий раз третий пришли, вообще мы не поместились, не знали, куда посадить всех народов. И это меня очень радует. Сейчас расскажу про клуб Хярмагеден. Хярмагеден уже 9 лет работает. Это, знаете, в 2011 году я была в библиотеке Пушкина на вечере памяти Платона Ламутского, моего наставника, да, моего, который впервые сказал, что я могу писать, я могу петь по-венски. Когда он приезжал, я еще в 7 классе училась. И вот после этого мы все время на совещаниях встречались, на мероприятиях встречались. Он все время спрашивал, ну сколько ты написала, сколько? Я пишу, говорю. Ну, пишу, но не идет. Почему ты не печатаешься? Ага, помаленьку только печатаюсь, говорю. И там я встретила Ольгу Петровну Охлопкову, да, это сотрудник, она работала в Музее музыки и фольклора сотрудником. Она увидела и пригласила меня в Музей музыки и фольклора. Мы пошли с Аксиньей Ивановной, как всегда, и мы там, они в этом очень даже помогли. Я благодарна Ольге Петровне, то, что она меня привела в этот музей музыки и фольклора. И там я познакомилась с Аизой Петровной и девочками, молодыми сотрудницами. И мы план сделали. Я рассказала, как, что можно сделать, что мы там делаем на севере, в тундре. И я рассказала про встречу солнца, про цветение тундры. И они сразу хватились, и в этот момент мы сделали первую встречу солнца. Да? Она очень глупо. На озере хотели сделать, но там погода помешала. Но она очень даже хорошо прошла. Много было народу, студентов было. И потом подумали, ну все они... Мы все с сотрудниками музея, Ольга Петровна, Аиза Петровна, сели и подумали, как сделать цветение тундры. И я ходила все время, и в Винагре ходила, и там видела, как там ни леса нету, да, ни гор нету, и там как будто тундра. Это в сторону Хатаса. И мы там одно место взяли. Там Аксинья Ивановна мы переночевали, кушать приготовили, как положено, много мяса и делали. И вечер, ну, начали делать, провели, открытие сделали, обряд сделали.
И в это время, когда мы начали, первый человек выступал, и пошел маленько дождь, да? Мгм. Дождь пошел маленько, не сильный дождь, такой ливень, да? И потом пошел, мы пошли, что-то люди запаниковали, мы пошли с Аксиньей Ивановной и начали песни петь, свою песню пение начали петь. И в это время и про природу мы пели друг у Мгм. другу, отвечали. Вдруг солнце появилось. Мгм. Ага. И знаете, что это было, да? Когда первый раз после долгого-долгого перерыва в Айотунге в 1991 году привели первый праздник цветения тундры, там тоже пошел дождь, и потом солнце, да? Мгм. И потом там много... Раньше было много старожилов, они сказали, наш Айотун, Мгм. да, дал знать, понять, сколько долго они скучали по нас, да, и это слезы, говорит, не обиды, ничего, это слезы радости, Радости. говорит. И после этого сразу солнце пошло же. Вот Мгм. видите, и вот цветение тундры тоже так же было. Я сама тоже запаниковала первым, когда дождь пошел. И потом вспомнила то, что мне сказала Александра Ивановна, там наша старейшина в Айотунге. Мгм. И там было много еще их. И они, это то, что она сказала, Мгм. запомнилось. И я это думала, это очень даже хорошо подумала. И, во-первых, мы прошли очищение, Мгм. дождь наш обмыл, и потом такое солнцу подошли, как сказать, кисти очищенные. Я так подумала, и так я рассказывала. И в это время, когда мы праздник провели, тоже очень было интересно. Пришел, Мгм. оказывается, хозяин Мгм. этого участка. Ага. Никого не было, никто даже. И нам неудобно было, но он попросил аренду заплатить. За это аренду заплатить. Мы что, заплатили? Аиза Петровна с Ольгой Петровной, они знают, как выйти из такого положения, вышли, и мы дальше праздновали. И этот праздник, знаете, как запомнился, как первый в Аютунге, который был, Мгм. как тот запомнил. И люди такие веселые, радостные. И вон видите, когда. И даже то, что, да, мы сделали обряд хороший, Мгм. и еду такую хорошую придумали, как раньше у нас это бывало. Большой котел. И тут люди кушают, очищение, там и праздник, там и песни, там и пляски, там и разговоры, встретились друг с Да. другом. И вот в 2011 году, Мгм. который после долгого перерыва в Аютунге был, первое цветение тундры, это был организатор Идукин Егор Васильевич. Мгм. И в этот праздник приехали с Якутии, с Магаданской области, с Камчатки, еще за рубежа один тоже приехал, который знаком был именно с Егором Васильевичем. Мгм. И мы были приглашены на этот праздник. Мгм. Егор Васильевич сам краевед. Он борец за КМНС, за зачинщик, организатор малых народов. И он написал, автор повести «Омуккан» и книги Айотунтес Аллайховского улуса и других произведений. И этот день мне запомнился тем, что впервые мой ансамбль Мгм. Чиндерика, детский ансамбль, это дети были с 1 по 4 класс. Они впервые поехали, поют и танцуют дети с севера, да? Мгм. Заняли первое место, такие маленькие дети. И были награждены путевкой во Ух Владивосток. ты. И да, это впервые. И были приглашены на открытие этого праздника.
даже дети, да, там первый стол поставили. Дети сами поставили этот первый стол. Я помню, моя дочка Бибишка, это Ульяна Трофимова и Михаил Михайлович Слепцов. Они вместе взяли и этот стол там поставили. И видите, как было. И так это все запомнилось. И поэтому я помню этот день, как будто вчера было. Там были такие интересные люди. Как интересно рассказывали, когда бою зашли. Там тоже Александра Алексеевна была. И она тоже там все кушать. Но стол такой приготовила. Все, как будто мы в тундре, в стаде находились. Там чего только не было. Столько усилий она сделала, приготовила. Большие молодцы. Да. Но Столько труда и работы. И я знаю, что по программе там цветение тундры, ну, кроме вот разжигания костра дружбы, кроме вот обрядов, проходят еще и конкурсы, состязания, мастер-классы. А самые главные конкурсы — это установка ярму яранги и теребление утки и раздел катушки, да? да, Да. очень даже хорошо. Вот в этом после начали из Хатыни проводить, да? Там провели долганы. Мгм. Там, знаете, что было? Разделка головы. Это, знаете, так интересно было. Сама в этом участвовала. Там еще с моего участка землячка участвовала Аксинья Ивановна. Мгм. И еще мне нравилось то, что вот первый год, когда мы провели цветение тундры, да, а там было еще бисероплетение. Мгм. Бисероплетение. Тоже очень интересно было. Тоже подходили, бисер плели, но это тоже на время делалось. Мы еще это делаем, хозяйка чума, конкурсы бывают, Мгм. костюмы, бывают песни, всякие. Гедя тоже это обязательно бывало. Там и дети маленькие участвуют. Да. Да. Вот, нам пишут очень много. Спросили, когда планируете персональную выставку? Акулина Петровна, когда планируете? Вот спросили в комментариях. Это какую персональную выставку? Мою Свою, или да, чью? свою. Вашу спрашиваю. Да. Но персональная выставка у меня уже была, но сейчас у меня, знаете что, времени, мне кажется, в обрез для меня, и поэтому я стараюсь, да, других уже поднять, чтобы они участвовали, да. У нас было намечено, да, у нас в этом Ярмагеде, можно сказать, 4 филиала, да. Это у Янди есть, депутатским, Усьянском, Чакурдахе, Оленегорске и Кулаковского, 4, да. И вот весной я ездила, и там тоже в самом депутатске тоже собираемся открыть клуб Ярмагеден. Здорово. Это у нас, значит, 5 филиалов будет. Но я ездила тоже маленько с ними, работала, общалась. И вот я, знаете, у нас в плане было осенью провести персональные выставки всех, ну, всех, от всех клубов Ярмагеден. Да. Суянди это точно будут участвовать. Оленегорск, Чукурдах тоже будут участвовать. Да. Это планируется. И я стараюсь, да, но стараюсь я, да, чтобы после нас, которые вон старейшин, еще осталось что-то такое, да, чтобы продолжение было всегда. Я очень надеюсь, музей, как бы не было,
когда бы что бы ни случилось, всегда эти мероприятия будут проходить. И в этом году еще осенью мы намечаем провести, как сказать, Фестиваль. вечер памяти Егора Васильевича Идукина. Да. Но, видите, коронавирус в апреле должны провести, коронавирус помешал, но еще впереди Да. проведем, я Да, думаю. планов очень много. Я хочу сказать нашим зрителям, кто подключился, вот Акулина Петровна Трайзик, как никто другой, Олох прямо пропагандист, инициатор всех наших съемок. В этом году, например, мы начали где-то с начала года. У нас появилась отдельная рубрика для Акулины Петровны Трайзи, так как она уже ранее нами в музее была зафиксирована в видео, она зафиксировали видео-мемуары о себе, потом еще были видеоэкспонаты по мастер-классам, то есть там традиционная одежда, музыкальные инструменты, потом еще аудиовыпуск вашего диска и 3 мультфильмов. Поэтому в этом году еще мы добавили одну рубрику. Это Акулина Петровна приглашает своих как раз вот знакомых, и мы будем снимать интервью вот как раз в течение всего года. И желаний очень много, планов очень много. Главное, чтобы все уже устаканилось в этом мире. И дальше будем продолжать в этом направлении работать. Так, и еще в гостях у народов Якутии тоже Акулина Петровна Трайзи с нами, с музеем, вот помогла нашему музею реализовать проект для детского сада под названием «В гостях у коренных народов Якутии». Детский сад «Парус» часто ходили, да? Да. Даже дяди говорили. Да. Я даже очень в восторге от того, что вот якутская девочка, якутский мальчик, Хедя говорят, да, и песни мою поют. Это вообще очень даже, это работа, это ваша работа. Это ваша. Это наша благодарность вам, Акулина Петровна. Вот без вас, вот все эти проекты, которые сейчас поныне дальше работают, это все именно с вашей подачи. Вот это очень здорово, очень много действительно планов. Еще в комментарии сейчас прочту, что тут нам написали. Поздравили с праздником вас также. Да, всех поздравляем. Очень хорошие праздники. Не только Акулина Петровна инициатор, не только вот цветение тундры в городе Якутске, она еще и вот и Багалдын, и встреча солнца. Все это проходит именно с ее подачей, с ее участием. И вот как раз мы говорили о том, что в этом году планируем провести фестиваль. А также внутри, в рамках этого фестиваля планируется вот как раз выставка всех филиалов, которыми руководит как раз наша Иза Петровна. Наталья написала: спасибо за эфир, желаем крепкого здоровья вам пожелали. Благодарим за ваш труд и доброту, а также щедрость души. Спасибо, очень хорошие пожелания. Да. Очень даже. Угу. И сейчас, вот именно сидя на самоизоляции, чем вы занимаетесь, Акулина Петровна? Расскажите нам. В связи с самоизоляцией, да, когда я уже была в депутатском, там уже коронавирус, уже все началось, но там, куда я поехала, у Янди, да, там не было еще коронавируса, можно было там еще поработать, пообщаться, мастер-класс провести. И там, знаете, Талана, руководитель Гермегеди, очень даже хорошо работает, у нее такой хороший коллектив такой, да, и они, когда я поехала, они уже начали шить себе концертные
эти костюмы, они шили уже, мы с ними фотографировались, мы ездили Мгм. и песни разучивали, отмечали юбилей и свадьбу. Но это было не 20-30 человек, ну где-то человек 15-10 человек мы ездили. Мгм. Но у нас общее фотографирование было. Там должна была быть праздник рождения маленького олененка, да, Мгм. но этого не было. Поэтому мы тордох поставили Мгм. и желающих пригласили, там фотографировались, Мгм. хеди танцевали. Мгм. Здорово. И там в депутатском была тоже, я со многими встретилась, но разговаривала, но в гостях была, и вон еще видео привезла вам. Здорово. Обязательно в фонд Да. музея. Мгм. Сейчас я еще посмотрю комментарии, что тут у нас написали. Так, это мы уже прочитали. Ага. И, конечно, после нашего эфира мы подготовили видеосюжет, который я обязательно выложу в Инстаграм, видеосюжет вот всех праздников цветения тундры, начиная с 11 по 19 года. Это обязательно выложим в Инстаграм, посмотрим. Акулина Петровна, ваши поздравления и песня, если есть возможность, пожалуйста. Я вот жива вдали от родины, да. Мгм. Я иногда бывает так очень скучаю, когда я пою Мгм. про этот мой родной поселок, про родную тундру. Я вижу тех людей, которые в Айотунге жили, да, и тех людей, которые со мной вместе в олень-стадах работали. Я до сих пор скучаю, и мне так иногда хочется пройтись по этой земле, где я родилась. Мгм. Я даже побыла, когда в стаде работала в районе Комут, там я родилась около озера маленького. И там тоже была, когда работала в стаде, вот уже когда мне было 55 лет, я уже была там, увидела. И я сейчас хочу, да, песню про свой Ойотун спеть. Мгм. И я всех вас поздравляю, кто со мной. Я желаю, чтобы эти праздники проводились, не забывалось то, что мы и ваши отцы и дети начали. Мгм. И запоминали самые такие моменты, когда им случалось побывать у нас, встреча солнца, цветение тундры. Я так долго жила вдали от Айотунга, когда начали возрождать Айотунг, и я сразу сочинила эту песню. И выступила, стала лауреатом этой песней. А тем временем Очангу гару бихину гелерим, очангу гарну кинтики мучурум, ayatun baldı çabi bugu, atun ihu çebebebu. Uginuganu kunyulten ka garapotton, nyulten ka heceben, ibihil hejendi. Ayatun baldı çabi bugu, ayatun ihu çebebebu.
Чулбаня кунтыгля, гира мариорылкан, эвылыча кучар, орча мурча кынчал, аятун, балыдыча бибугу, аятун, юче бебеву, Ayatun, tere vitamin doydum. Ayatun, улап бигим. Спасибо. Спасибо вам, Акулина Петровна. Спасибо, что соединились к нашему эфиру, присоединились, поздравили всех. Еще раз хочу поздравить вас и всех с этим прекрасным праздником, с началом лета, с цветением тундры. Желаем вам и всем нашим зрителям здоровья, крепкого здоровья, как никогда, потому что вот самое время, вот как раз хочу сказать по-эвенски Авгар Бильде, что означает здоровье вам. Берегите себя и своих близких. И еще раз большая благодарность вам от имени нашего музея. Спасибо. Итак, вот так. На этом мы с вами прощаемся. Прямой эфир, видео прямого эфира и видеосюжет вот всех съемок, начиная с 11 по 19 год, мы обязательно выложим на нашей странице в Инстаграме. Так что следите за новостями и анонсами. Всех с праздником! Акулина Петровна, вас также с праздником! Спасибо.